Депутаты «Единой России» в гости к Асме Батхиевой не могли прийти с пустыми руками. Поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем работника скорой помощи. Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. И работать здесь могут только настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу, умеющие не только лечить, но и сострадать. Поздравить ее с профессиональным праздником работника скорой помощи и вручить приветственный адрес от председателя Народного собрания Ингушетии приехали домой, так как Асма сейчас на больничном. От работников скорой медицинской помощи зависит здоровье всех наших граждан. В первую очередь, когда нам становится плохо, мы набираем скорую медицинскую помощь. И от того, насколько оперативно и профессионально они сработают, зависит жизнь и здоровье людей. Работа, которая требует знаний, самоотдачи, терпения и умения коммуницировать с людьми. Асма Хусеновна на скорой помощи служит с 1962-го. В медицину Асма пошла, потому что отец любил эту профессию. В 17 лет закончила техникум и начала работать на скорой. Примерно в это же время вышла замуж. Поэтому, потому что отец хотел, чтобы я медиком стала, я пошла туда. Я, правда, думала дальше еще продолжить, но не получилось. Замуж вышла слишком рано. И на училище остановилась, потому я не стала учиться. Скорая и медицинская помощь в республике представлены 3 станциями и столькими же отделениями скорой медпомощи. А когда-то, вспоминает Асма, было только 2 машины на весь Назрановский район. 2 машины пока это. Ну, вызовов было меньше, конечно, не относительно. Сейчас хоть машин больше, успеваем труднее работать. Работать труднее сейчас. Народу много, сами знаете, села насколько расширились. Бывают сложные тоже, да, с инфарктами. Надо везти немедленно, обезболить, если хочу. Вот. Бывает высокое слишком кризис давления. Тоже надо вести, обезболить. У женщины 6 детей. Некоторые из них решили продолжить династию врачей. Сейчас Асма Батхиева на больничном после операции, но уже скоро планирует снова выйти на любимую работу и помогать тем, кто нуждается в ее профессиональном подходе. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.